Маршрут от Верхнего Ларса до Тбилиси протяженностью 162 километра занимает 2,5 часа. Но это по официальным данным. Сейчас дорога может занять и целые сутки. Километровые очереди здесь обычное дело. Главная проблема длительных остановок – это непостоянство погоды. Именно из-за этого режим работы контрольно-пропускного пункта периодически меняется. Казалось бы, до Грузии рукой подать, но на деле бесконечная вереница машин. Конечно, в 21 веке иметь одну границу, тем более в ущелье, где фуры и машины, и не иметь альтернативы – это более чем странно. Поэтому, если будет одна, две, еще три альтернативы, это абсолютно разумно. Если это будет дорога, которая будет цивилизованная и платная, то еще и те, кто живут вокруг нее, это будет заработок, рабочие места. Я только за. Мы едем из Москвы с супругой, соответственно, переночевали в Пятигорске. Сюда приехали в 11:20, и вот уже стоим час 20, час 30. До КПП рукой подать, так что если будет дополнительный пункт пропуска, это будет только в плюс. Я думаю, что если брать просто вот арифметически, то 2 пропускных пункта, это значит как минимум в 2 раза улучшит пропускную способность здесь, там. 5-10 часов совсем ничего для водителей фур. Они тратят на ожидание несколько суток, а порой и недели. Там простояли в степи, на поле, ни столовой, ничего нет, никаких условий. И вот здесь деньги заплатили, нас сюда привели. И вот здесь я уже сколько? Неделю толкаюсь по прямой. Просто по прямой, неделю. Чтобы вот эту очередь с конца и до таможни доехать, до шлагбаума, некоторые стоят 10-12 часов. За дальнобойщика вообще разговора нету. Бедные тут мучают. Я говорю, это за маленькие машины. А большие машины тут вообще неделями стоят. Неделями. И никаких условий тут нету. Есть одно кафе, один магазин. И там космические цены. За 14 дней всего 1 километр. Это расстояние проделал Юрий Кондратович с момента, как застрял в пробке. Выезжал из Санкт-Петербурга еще в июле, к осени надеется проехать через границу. Стоим здесь уже 3-ю неделю. Это какой-то ужас. Я не знаю, мне кажется, что-то и в границе происходит. Там сотрудники работают неправильно. Надо разобраться с этим. Ну, переход нужен, да. Если будет еще одна дорога, конечно, облегчит нашу работу, да и всем будет легче, быстрее грузы будут доходить. Надо с этим что-то делать уже. Альтернативой пункта Верхний Ларс-Тбилиси могла бы стать дорога из Чеченской республики через Итумкалинский район. Это было бы отлично, люди бы не мучились. Тут с маленькими детьми люди, тут старики, тут больные. Еду с Дагестана в Армению. Семью отправил на самолете, сам еду машиной, потому что на машине приехал, да, чтобы ее не оставлять там. А семью не забрал с собой, потому что здесь постоянно вот пробки. Что с той стороны, что с этой стороны постоянно стоят. Я вот сюда приехал, было 11:30. Стою до сих пор, даже до КПП не доехал. И еще часа 2, думаю, стоять буду. Если бы через Чеченскую республику проложили дорогу в Грузию, мне, как жителю Дагестана, стало бы проще ездить домой. Намного проще. Скрасить ожидания водителей не смогли даже завораживающие виды природы. Каждый из них пересекает границу по определенной причине, у всех она разная. Но вот вопрос один – сколько еще стоять? Зоя Лобазанова, Висхан Кантаев. Новости.